ДРКБ, наверное. Похоже. В Сабах, сказали, лежит. А мне из Елабуги отправили. От Москвы до Коми эта фотография с просьбой найти родителей мальчика за 2 дня облетела почти всю страну. Татарстан исключением не стал, тысячи перепостов. Авторы утверждают, 12-летний подросток в бессознательном состоянии лежит в ЦРКБ Елабуги. Потом он оказался в Сабах, а через пару часов в Казани. Транспортируют его те же самые социальные сети. Однако только в больницах информацию опровергают. За пятницу, субботу, воскресенье с неустановленной личностью ребенок, мальчик не поступал. Во главу угла мы информируем наше главное предприятие министерства, а потом начинаем работать уже со специальными органами, которые занимаются, у которых есть возможность организовать поиск. Но в соцсетях эту новость быстро окрестили хайпом и оказались правы, поскольку случилось это за пределами республики еще несколько лет назад. Но подобных случаев все больше, говорят специалисты. На что общество наше отзывается и каким образом можно на него воздействовать. Пост или там ставить лайк или что-то такое подобное, но создается какая-то иллюзия помощи. Такая иллюзия повышает свою значимость. Специалисты IT-сферы считают, за каждым случаем своя история. Где-то это просто дети практикуются в хакерстве, но есть и такие силы, которые проделывают это со злым умыслом. Это может быть информационная ложь для того, чтобы у народа какую-то мысль подготовить. За подобными новостями могут стоять и вирусные атаки, говорят специалисты, поэтому они советуют держать чистым не только разум, но и свои гаджеты. Зачем и для чего создаются фейки, а главное, как их распознают жители? Неправдоподобнее, тем интереснее. Ссылки на источники такие официальные есть, да, таким да. В других источниках проверяю, просто в интернете, на телевизии. Если вы обнаружили такую новость, не спешите верить. Перепроверьте через поисковики. Только убедившись, можно делиться с другими. Динара Камалова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.